Как давно вы сами начали разделять мусор, как к этому пришли? Вы знаете, когда я купила квартиру, в которой вот сейчас живет моя семья, на Соколе в Москве, там, видимо, был очень продвинутый хозяин, и поэтому сразу, как минимум, у меня было две корзины. Вот они выдвижные, они встроенные, и от них нельзя было не избавиться. И поначалу у нас было, это было 10 лет назад. И был вопрос, а что с ними делать, для чего они вообще, потому что все привыкли, да, одна корзина и так далее. Но на данный момент, вот за эти 10 лет, у меня появилось 5 разных точек сбора в квартире. Соответственно, это жидкие, то, что я называю, да, то есть пищевые отходы. В Соединенных Штатах, например, они все идут через измельчитель в канализацию. То есть вот там этой проблемы вообще смешанных отходов как таковой не существует. Там в этом смысле проще. Вся пищевка измельчается и уходит в канализацию общегородскую или там населенного пункта. Здесь же это отдельный пакет. Дальше неперерабатываемый всякий мягкий пластик, пленки, полистирольные подложки, все, что действительно, я предполагаю, это для термической утилизации. Вы, кстати, наверняка знаете, что Московская область сейчас, не решив проблему в ШИЭСе, строит в огромном количестве большие мощности по мусоросжиганию. Я не знаю, что там за технологии, но судя по названию этих заводов и по огромным, значит, мощностям, вот они называют их мусоросжигательными комплексами, и вот это туда. То есть я сразу заведомо предполагаю, что когда Эколайн, который забирает отходы со двора, да, они открывают на конвейере, вскрывается каждый пакет, это опять же к судьбе пакетов, заглядывает оператор на линии внутрь, видит, что там, это идет именно на такую термическую утилизацию или на пиролиз. Дальше у меня отдельно тот ценный пластик, полимер, который я точно знаю, что Эколайн передаст Европласту, Пларусу на переработку в гранулы и в бутылку. Я это знаю даже в какую бутылку, потому что занималась этим в прошлом. И самый большой портфель косметической продукции в 100% переработанной пластиковой упаковке, локально собранной, локально переработанной, вот к этому имел непосредственное отношение. Запуск был в 2019 году. Бумага, картон, безусловно. Дворники всегда с удовольствием забирают этот вид отхода, и это всегда в бумажном пакете, пожалуйста, туда. Ну, вот примерно таким образом. То есть это уже такая практика. Сейчас, когда я приезжаю в Москву, и это, кстати, очень редко, то есть 1,5 месяца не была, вот сейчас приезжала отмечать десятилетие ребенка, и вижу, что семья продолжает это делать, потому что я очень переживала, что они забросят, потому что главным стимулом дома по раздельному сбору и главным идеологом и пропагандистом всегда была я сама, просто потому что я по работе вижу и знаю, куда это дальше используется, и что это не мартышкин труд, это действительно нужно делать. Как вы оцениваете уровень экологического сознания и экологической образованности населения Коми? Вы знаете, самое главное, что экологическое сознание, экологическая образованность повсеместно, не только в Республике Коми, растет. Вот это самое главное, это важно. Мы, мне кажется, потихоньку уже проходим тот период, он был непростой, когда очень много было не от незнания или от каких-то стереотипов, от каких-то шаблонов, заложенных мышления, неправильной, некорректной информации. Очень много было каких-то, я не знаю, там мифов, легенд, связанных с тем, что надо, не надо. Очень много было заинтересованности в том, чтобы ничего не менять, чтобы статус-кво сохранялся, что все это бесполезно, что мы все равно все умрем, что климатическая повестка – это вообще, значит, не та повестка, которой нужно заниматься. А тем не менее мы сейчас слышим президента страны Владимира Владимировича Путина, который нам говорит и о том, что и вторичный пластик важен, и Сибур, который запустил в Тобольске это производство, значит, молодцы, потому что именно это та повестка. Я поздравляю коллег из Сибура и говорю, коллеги, 2 года мы с вами работали над этим и говорили об этом в наших рабочих группах, пожалуйста, это свершилось. И мы видим, что и климатическая повестка тоже достаточно остро стоит и для Российской Федерации, потому что это часть будущей конкурентоспособности, да, наша готовность, так сказать, к диверсифицированной безуглеродной экономике, к экономике с вот этим очень важным климатическим аспектом.
И дай бог, я вижу, что молодежь, учащиеся высших учебных заведений, они нам больше с вами могут сегодня об этом рассказать. Главное, чтобы все-таки действительно люди старались в теме разбираться. Я очень страдаю от того, что даже экологи, претендующие на звание лидеров общественного мнения в республике Коми, очень часто вот какими-то такими популистскими лозунгами могут самые перспективные, прогрессивные идеи не просто затормозить, а полностью дезавуировать и ввести немножечко людей все-таки в заблуждение. Вот это очень печально, потому что на самом деле, да, есть замечательная идея полностью безотходной экономики, туда надо стремиться, но надо и четко себе осознавать, где мы сегодня с вами на этом пути. Да? Близко ли, далеко ли, и что нам еще нужно сделать для того, чтобы действительно у нас здесь не было в таком количестве экологического вреда, как от населения, скажем так, в виде твердых бытовых отходов, не подлежащих сортировке, не подлежащих переработке, так и, собственно, от юридических лиц, от предпринимательского сообщества. Это тоже те вопросы, которыми надо заниматься. Поэтому экологическая осознанность – это такая история, которая, ну вот, ее нельзя в какой-то момент достичь и на этом остановиться. Это в обязательном порядке нужно прокачивать каждому и очень внимательно следить за тем, чтобы все-таки какие-то поверхностные там лозунги нас с пути истинного не сбивали. Какие в целом у вас впечатления от нашей республики? Я просто хочу сказать, что я счастлива тому, с какими людьми я здесь встречаюсь. Я просто в Воркуте, мне кажется, наполнилась такой энергетикой, которой я не наполнилась в последний приезд в Москву. Мой последний приезд в Москву был очень унылым, правда. То есть очень много сделано по работе, но я вижу, насколько люди там, ну не знаю, подорваны, что ли, вот этой всей пандемической ситуации, как-то вот, действительно говорю, приуныли малость, да. Я там не зарядилась ни в Сити, ни в каких-то вот, значит, на встречах в больших министерствах. Да, все очень четко, все по работе, но в Воркуте я увидела совершенно какую-то потрясающую энергетику. Она абсолютно, как я и у себя в Инстаграме написала, она столичная. Это абсолютно молодежный город. Я, знаете, я вспомнила себя 20, по-моему, 5, что ли, лет назад в Нагасаки. Тут, конечно, такие параллели, они немножечко странные. Но, знаете, Нагасаки ведь он молодой город. Почему? Потому что во время Второй мировой войны этого города не стало. На него сбросили водородную или какую-то, в общем, атомную бомбу. И он стал городом паломничества, с одной стороны. То есть туда действительно сейчас приезжает огромное количество людей просто посмотреть. Там остался вот специальный большой музей этому посвященный, кусочек вот того исторической правды от тех времен. Но при этом это абсолютно сейчас молодежный город с фэшн, то есть с модной индустрией, с ресторанами, с какими-то развлекательными, медийными пространствами, очень передовой и очень свободный. Вот это чувство собственного достоинства, оно действительно вдохновляет и потрясает. И когда мне даже написали, ну, наверное, вам программу так подготовили специально, что вы вот с какими-то специальными людьми общались. А я говорю, слушайте, а вы сами верите, что можно так подготовить человека, чтобы он выглядел человеком с чувством собственного достоинства, человеком свободным, человеком с таким каким-то очень правильным видением? Мы общались с молодежью, не знаю, там просто случайно, вот в кафе, да, вне программы, вот абсолютно не запланировано, да, где-то в аптеке, на улице, в торговых центрах. Это ощущение абсолютной какой-то энергетики. Поэтому там, безусловно, то, о чем говорил глава на встрече с депутатами городского совета, вы знаете, меня немножко так вот покоробил вопрос от одного из депутатов, даже не вопрос, а предложение – убрать все деньги с поддержки молодежи и развития, и все бросить там на переселение, значит, пенсионеров. А я себе сижу и думаю, глава, конечно, очень, вот это один из тяжелых вопросов, на которые вот надо было отвечать и обосновывать, почему этого делать нельзя в такой постановке. Потому что я неоднократно говорила, в любой ситуации 30% на развитие, иначе его не будет.
будущего не будет. Как можно сегодня в такой постановке ставить вопрос? В таком городе, где сильнейшее качественное образование, то есть уровень тех школ, которые мы увидели, культурных досуговых центров, они действительно одни из самых современных в стране. Там в Варгашоре модельная библиотека, вот министр культуры Сергей Витальевич Емельянов показывал RFID-метки для создания электронного реестра книг, уже привязываемые к картам МИР. Это, по-моему, первый вообще такой опыт в России. Это поселок Варгашор, это городской округ Воркута, пожалуйста. То есть на самом деле именно там максимально оправдано, вот в такой культурной среде, да, более наукоемкая экономика, более инновационная, да, что-то в большей степени, вот как раз это гениальная, я считаю, просто идея главы делать именно там арктический медицинский кластер, потому что школа 40-я, в которой мы были, она показала нам очень сильный химико-биологический класс, да, где ребята работают сегодня над технологией биополимеров, сами в своих условиях, и там же и телевизионные студии, и там же и робототехника. И то есть на самом деле, я могу честно сказать, школа имени Шарля де Голля в Москве, вот языковая, где мой ребенок учится, она не оборудована даже на 10-ю долю тем, чем оборудована 40-я школа в городе Воркута. Не знаю, обидится ли на меня за это директор нашей школы, но я могу совершенно точно это сказать. Уж не говоря о центре детского и юношеского творчества, который просто потряс вообще своей материально-технической базой, своими педагогами, своим составом. Насколько мне известно, среди ваших задач как вице-премьера это продвижение республики на федеральном уровне, в том числе и в части инвестиционной привлекательности. Уже есть у вас идеи, как это можно реализовать? Здесь очень важно, опять же, сбалансировать, очень важно заложить основы для того, чтобы те большие, серьезные планы, о которых сегодня заявил глава, они начали материализовываться. То есть продвигать, не делая при этом реальных дел с точки зрения оформления новых экономических зон, технологических парков, инновационных парков, да, не решая комплексно систему обращения с отходами, не решая проблематику с обеспеченностью линиями связи, инфраструктурой ВОЛС для также удаленных регионов, да и вообще для туристических маршрутов республики, это значит забегать несколько вперед. То есть у нас задача от главы, у правительства делами сейчас готовить базис. И вот здесь вот это надо очень четко понимать. Мы реально, когда задают вопрос, там, так сказать, чем заняты, да, заняты именно этим. Огромное количество сейчас проходит документации, соглашений, оформления. Та же арктическая зона, в первую очередь должно быть соглашение с Минвосток развития, для того, чтобы мы имели нормативное право, да, оформлять туда резидентуру предпринимательскую. Вот эти моменты все должны быть отработаны. На это нужно время. Это как минимум 2-3 месяца, когда мы просто готовим нормативно-правовой базис, да, и всю вот такую документальную, скажем так, подложку для того, чтобы мы могли представлять республику и в первую очередь, конечно, арктическую зону Российской Федерации как самую большую свободную экономическую зону в мире, предпринимательскому сообществу не только внутри республики, но и, безусловно, за ее пределами, это и российский, и международный бизнес. Это в первую очередь. То есть вот решение вот этих задач. А дальше, безусловно, когда есть пакет документов, когда есть презентация, когда есть четко прописанные условия подключения к тем или иным преференциальным режимам,
конечно, гораздо проще уже, так сказать, не на словах, а на деле продвигать эту тему. И на самом деле, может быть, и благодаря тому, что у нас в правительстве достаточно известные личности, и сам глава, в общем, это уважаемая, авторитетнейшая личность в медицинской, в академической среде, член огромного количества экспертных советов, в Союзе машиностроителей, в других организациях серьезнейших. И благодаря тому, что и сегодня мои коллеги в правительстве, и вот Сергей Витальевич Емельянов, пожалуйста, какой у него замечательнейший просто собственный там инстаграм-блог, такая лента, которую можно, так сказать, бесконечно листать. Это все равно способствует тому, чтобы, во-первых, мы открыто говорили о том, что происходит, и эта открытость сегодня, мне кажется, максимальная. Никакой закрытости здесь нет. И это, наверное, способствует тому, что мы принимали обратную связь практически без всяких барьеров. Это прямая связь, и мы ее видим. И это способствует тому, что республики слышат все больше и больше. И она действительно сегодня имеет шансы для того, чтобы опять, как это было, наверное, какое-то время назад, может быть, в советское время, входить, включаться в число пилотных регионов по многим перспективным проектам. И мы обязательно должны это делать. В своем инстаграме вы сообщали, что на ваш первый личный прием никто так и не пришел. Вы еще написали, что, может быть, проводить личный прием в инстаграме – это была шутка, или вы действительно собираетесь перенести общение с населением в соцсети? Но если я даже это сделаю, то это будет в дополнение к формализованному приему граждан, потому что его никто не отменял, и, конечно же, он происходит. У меня ближайший прием, это, вот сейчас дату подскажите мне, 3-й четверг месяца, это что у нас, 14 или 17 декабря Надо должен посчитать. быть, да, надо посчитать. И уже, по-моему, там 3 человека мне записали. Я честно могу сказать, я не знаю, насколько это эффективный инструмент пока. Это надо еще понять. В Инстаграме это получается делать быстрее. То есть те там 2-3 человека, которые, не знаю, набрались мужества и сказали: слушайте, хотим с вами повстречаться и есть о чем переговорить. Я нашла время, приняла, мы посидели, пообщались. И где-то это было просто приятное знакомство и какие-то инсайты, которых всегда много. А где-то действительно это были интересные идеи, которые я попросила оформить в качестве, опять же, такого нормального проектного предложения, продумать и вернуться так, чтобы с этим уже можно было что-то делать. Потому что идеи идеями, но опять, как я уже и говорила, все это требует очень четкого закрепления, оформления. Также в Инстаграме вы обратили внимание на то, что некоторым вашим местным коллегам и партнерам не хватает энтузиазма. Вот я даже, если позволите, зачитаю вашу цитату. «А над вашим энтузиазмом нам еще придется поработать», написали вы, так говорите. Как поработать, как вообще зажечь ваших коллег и вообще население республики? Слушайте, вообще же это в принципе не секрет. Люди зажигаются тогда, когда они видят, что их мнение важно, их мнение ценно, и они не в стороне от процесса. Но это базовый, скажем так, принцип вовлеченности, который прекрасно известен и в любой управленческой методе. Поэтому, мне кажется, люди потухает взгляд, да, как мы говорим, и становится все равно именно тогда, когда человек не понимает своей роли в этом процессе. Он не понимает, что от него что-то зависит. Он считает, вот примерно так, как ему советуют диванные, так сказать, эксперты в Телеграме, что да, все и без тебя решат, и без нас разберутся, все равно все будет плохо, что бы вы ни делали, мы все умрем. В общем, примерно такая логика. Ну, умереть-то мы все равно успеем, да, в любом случае. А здесь важно посмотреть, что ты лично можешь сделать в текущей ситуации, в предложенных обстоятельствах. И вот иногда, я не могу сказать, что всегда, даже с первого раза, с одного общения, вдруг я вижу, что у людей достаточно потухших и достаточно имеющих к тому основания, у них уже руки начали серьезно опускаться, а вдруг загорается опять искра, и они понимают, что, блин, ну давайте еще раз попробуем.
Я очень не люблю, когда приходят, вот опять же, один из депутатов как раз Воркуты, вот с таким очень, не то что упадническим, а даже агрессивным настроением, что да все это мы слышали уже 100 раз, да это мы тоже знаем, это нам было обещано, там какие-то, ну вот, я говорю, подождите, нас, в общем, давайте мы черту проведем, обнулим вот эту всю историю, потому что я, мне кажется, к ней не очень имею отношения, мы с вами только начали общаться, мы только познакомились, и вы мне уже сразу рассказали, что все, ничего невозможно, все плохо, а тогда зачем вообще пришли разговаривать? Ну, чтобы что? Чтобы обменяться вот этой вот унылой энергетикой, сесть и, так сказать, вместе там дружно поплакать? Я не очень хочу этому посвящать свою жизнь. Если мы можем что-то сделать, как, знаете, вот есть прекрасная поговорка или пословица, как правильно, «делай, что должно, и будь, что будет». Мы не сможем себя обвинить в том, что мы просидели здесь, да, тот срок полномочий, который отведен, и просто упустили возможности и не сделали даже попыток что-то изменить. Вот мы просто все дружно друг другу признались в собственной, так сказать, несостоятельности. Мне это неинтересно. Ирина Сергеевна, большое спасибо.